0371 залет. Записывай. Время. Товарищ лейтенант, в 6 часов 30 московского времени поступил сигнал 145. Ограничения не установлены. Приступаю к оповещению личного состава военной комендатуры. Это необходимо отрабатывать еженедельно по занятиям, ежемесячно практиковаться, совершенствовать навыки свои, потому что практически 90% личного состава ветераны боевых действий. Часть участвовала еще во Второй чеченской кампании, часть участвовала в конфликтах в Сирийской Арабской Республике. И непосредственно на практике уже это применялось, осуществлялось патрулирование на машинах, личным составом. АК-74М номер 859-3798, боевой не заряжен. Получил! Бой никто не может загадывать. Солодовник Валентин Николаевич, майор, военный комендант военной комендатуры гарнизона 3-го разряда города Уфы. Наша республика насыщена военной историей. Для меня вообще это великий человек, это для меня Шеймуратов, это гордость. Ветеран боевых действий в Сирии с военной группой выполнял специальные задачи. Они видели наши российские шевроны, они действительно нас считали освободителями. С садика я знал, что я буду военным. Наверное, это призвание, я считаю. Приказываю совершить марш в район Бекетова для проведения занятий по тактической подготовке. К машине! Личный состав совершенствует навыки, потому что в будущем это пригодится. Потому что я считаю, и мое личное мнение, то, что отработка вот этих нормативов, она спасает личному составу жизнь в дальнейшем. Когда эта практика уже наработана непосредственно на полигонах, на этих учениях, на этих занятиях, это в дальнейшем огромная польза. Все начинается с предыдущей недели, то есть составляется расчесовка. Согласно расчесовке планируются занятия, пишется расписание занятий, которые утверждаются у меня в пятницу. Все должностные лица уже знают о дальнейших занятиях. Это выход занятий по боевой подготовке. Планируются машины на патрулирование, планируются машины на боевую подготовку. Подается заявка в военную автоинспекцию для сопровождения той или иной колонны. Чтобы вы понимали, военная автоинспекция входит в состав военной полиции. Прибывает сюда машина, и в составе военной автоинспекции идет сопровождение колонны к тому или иному месту проведения занятий. Такое сопровождение необходимо, чтобы участники движения заранее видели то, что движется военная автоколонна. И в какой-то степени, то есть, уступали в дорогу. Идет предупреждение других водителей, то, что идет автоколонна. Я родился и вырос в республике Башкортостан, в городе Уфа. Служил в Сирийской Арабской Республике. Поддерживал порядок воинской дисциплины на авиабазе Хмеймим. Еще было патрулирование по базе, сопровождение воинских колонн по Сирийской Арабской Республике. Участвовал в миротворческой операции в Сирийской Арабской Республике. Обеспечивали защиту авиабазы Хмеймим, осуществляли патрулирование внутри базы, обеспечение правопорядка и воинской дисциплины среди военнослужащих, находящихся на авиабазе Хмеймим. Наша командировка длится, в зависимости от поставленных задач, от 3 месяцев где-то. Родом из Башкортостана, родился в городе Уфе. Допустим, если это можно представить, допустим, это деревня, которую захватили дом.
захватили боевики. Вот, и при патрулировании личным составом, патрулем военной полиции было осуществлено нападение на патруль, и патруль осуществлял отражение атаки на состав патруля. Противник, надеюсь. В основном, если патруль подготовлен, если проходят эти занятия, подается команды начальникам патруля, каждому человеку, каждый человек до автоматизма знает свое действие в той или иной ситуации, потому что, когда прикрывает один человек, перемещается другой состав патруля, заняв благоприятную позицию, уже другой человек, другой патрульный прикрывает начальника патруля при перемещении. Противник на 6. Противник на 9. На 10 отработал чисто. Эта работа не на скорость идет, это идет автоматическая отработка всех элементов для того, чтобы когда непосредственно военнослужащий сталкивается с этим в боевых действиях, он действовал на автомате, он не задумывался, он не терялся, он не думал, какие действия он дальше принимает. Здесь нормативных результатов никаких нету. Бой никто не может загадывать. Вот. И не могу, как говорится, никогда нельзя недооценивать противника. Мы вам представили Тайфун К. В мирное время он не привлекается. В основном Тайфун К использовался и моим личным составом использовался в боевых действиях, потому что это бронированная машина, имеет 3-ю степень защищенности, выдерживает пули калибра 7,62 при разрывании, допустим, осколочных даже 152-миллиметровых снарядов, то есть осколки, и если это произошло на расстоянии 10-15 метров, то есть это спасает личный состав от попадания осколков. Очень такая эффективная машина, которая, насколько я помню, в 2014 году вышла уже в производство и была поставлена в войска. И уже непосредственно с 2014 года на ней выполнялись боевые задачи. Одно колесо при попадании 8 пуль в колесо еще может работать, автомобиль может двигаться и выполнять боевые задачи по предназначению. Даже конструкция автомобиля была продумана так, что дно идет именно по диагонали. Это для чего было сделано? Это для наезда машины на фугасы при подрыве на фугасах. То есть взрывная волна по диагонали выходит из-под машины, и, как показывает практика, то есть это спасает жизнь личного состава. Мы находимся сейчас в капсуле Тайфуна К. Здесь находится 14 посадочных мест, то есть, грубо говоря, это десант. Что вот касается непосредственно военной полиции, эта машина используется для перевозки личного состава патруля. Здесь находятся экраны в рабочем режиме, камеры установлены наверху, полностью покажут обстановку на 360 градусов. То есть, не вылазя из машины, можно наблюдать и патрулировать на этой машине, не подвергая личный состав опасности. Для отражения атаки, личный состав прыгивает из машины, занимает огневые позиции, то есть, и начинает работать патруль. Военная служба для меня это каждодневная работа, каждодневное повышение своего профессионализма, своих качеств. Это тяжелая работа, то есть это для людей, так сказать, не робкого десятка. И они должны выбирать свою профессию, если хотят посвятить всю свою жизнь службе. То есть это будет ежедневная работа, совершенствование, самосовершенствование. И когда достигаешь определенных, так сказать, предела качеств, то есть получаешь самоудовлетворение, что ли, то, что вот ты смог, ты не сломался. Когда с командировок возвращаешься, ощущение, я не знаю, вернулся домой. Патриотизм, наверное, гордость за Родину. Наверное, из-за этого. Вот хочу вашему вниманию представить шлем 6B7-1M.
Уникальный шлем, это уже идет не стальной шлем, то есть как бы он не тяжелый. Он выдерживает осколки, которые летят со скоростью 630 метров в секунду. И с расстояния 5 метров выдерживают выстрел из пистолета ПМ 9-миллиметровым патроном. Очень эффективный в бою. Даже на учениях ситуация приближена близко к боевым, то есть и военнослужащий должен чувствовать на себе шлем, должен на себе чувствовать бронежилет, должен чувствовать разгрузку. На этом столе хочу представить, это уже элементы полевой формы. Вот здесь представлена разгрузка, которая находится на военнослужащем. Она очень удобна, эта разгрузка. Здесь идет полностью боекомплект под 4 магазина для автомата. Здесь гранатные сумки, куда вставляются гранаты. Находится балаклава, шлем, про который я говорил вам, и очки для защиты при работе, то есть пыли, которая защищает от пыли и так далее при движении подвижного патруля, при работе на броне. Здесь у нас находится рюкзак рейдовый. Здесь полностью укладываются личные вещи военнослужащего. В общей сложности на военнослужащем находится около 25 килограмм. Если разобраться, здесь нет ничего лишнего. Бронежилет спасает от осколков. Здесь на разгрузке все находится очень удобно. Либо это на учениях в мирное время, либо это непосредственно в боевых условиях. Да, у нас существует в самой комендатуре график. То есть люди прибыли с командировки, отдыхают. Потом он возвращается к службе, также занимается боевой подготовкой, патрулированием. И у нас также назначается группа быстрого реагирования, которая заступает на сутки. У нас также здесь идет охрана объектов Министерства обороны. Приступают к повседневной жизнедеятельности, которая уже непосредственно происходит здесь, в Уфимском гарнизоне. Один день из жизни военнослужащего. Возьмем мы обычный рабочий день. Военнослужащий прибывает к 8 часам сюда, к 8 часам. Товарищ старший лейтенант, дежурный КПП, старший сержант Зырин. Прибыл старший сержант Сулюкин. Принято. Есть. В 8 часов идет построение, проверка наличия личного состава, проверка внешнего вида состава. 8 часов 30 минут подъем государственного флага Российской Федерации с исполнением гимна. После этого проводится занятие по строевой подготовке. Равняйсь! Смирно! Тема занятия. Строевые приемы и движения без оружия. Капитан Гафуров. Я! Выйти из строя. Есть! Направо! Шагом! Марш! Кругом! Марш! Сержант Кухальская, выйти из строя. У нас очень много девушек, военных. Прежде всего, это гордость, в первую очередь, гордость за свою родину, защищать ее, оберегать. Во-вторых, это социальные гарантии государства, которые нам предоставляются. В 2007 году я призвалась на военную службу в Республике Дагестан, 136-я бригада. Проходила службу там. В 2008 году наше подразделение участвовало в грузино-осетинском конфликте. Там я получила ветерана боевых действий. В 2013 году моего супруга перевели в город Уфу, поселок Алкино 2, для дальнейшего прохождения службы, и я вместе с ним сюда перевелась. Согласно уставу у нас проводятся ежедневно тренажи. Допустим, в понедельник это строевая подготовка, во вторник это информирование, среда, день радиационно-химической и биологической защиты и так далее. И до 9:00 личный состав рассаживается в класс теоретического инструктажа, где проводит психолог, первое проводит тестирование. У нас личный состав заступает с оружием. Ежедневно, то есть в любое время дня и ночи могут комендатуру и вообще полностью войска привести в какую-то высшую степень боевой готовности. И поэтому весь личный состав проходит тестирование ежедневно. После психолога уже начальник отделения дознания административной практики принимает зачеты.
по уставам, действия патрульных в разных ситуациях. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий. Естественно, военнослужащий, инспектор должен расписать, как он будет действовать в той или иной ситуации. После окончания теоретического инструктажа в 9:00 новый дежурный по комендатуре, по гарнизону проводит развод суточного наряда. Разводят личный состав в 2 шеренги, и дежурный проверяет знания личного состава, который заступает непосредственно в патрули, дежурным, помощником дежурного по комендатуре. Заканчивается развод, и личный состав убывает на маршруты патрулирования. Направо. По местам несения службы шагом марш. Налево. Вольно. На связи. Прибыли на маршрут патрулирования. Принял. В состав военной комендатуры входит взвод военной полиции, входит в состав военной полиции дежурные помощники военных комендантов, которые непосредственно несут службу и именно работают по дежурке, и отделение правопорядка и воинской дисциплины. Вся военная полиция работает на безопасность наших военнослужащих и на безопасность наших объектов Министерства обороны. Оружие, вся атрибутика военной полиции, то есть это берет, красный берет, чтобы было сразу видно то, что это патруль, парный патруль идет, либо это передвижной патруль, это повязка, которая также находится на мне. И персональный значок. Мы по этому номеру, то есть мы можем определить любого военнослужащего, потому что это идет персональный значок на каждого военнослужащего под своим номером. Герб на значке – это принадлежность к органам военной полиции. Каждый патруль имеет при себе радиостанцию для связи с дежурным по военной комендатуре. Начальник патруля докладывает дежурному по военной комендатуре о каком-то происшествии, и дежурный уже регулирует действия начальника патруля. Средства ограничения подвижности, наручники. БКС-1 используется патрулем. Проникновение, наверное, каких-то диверсионных групп при задержании, то есть используются вот эти наручники. Фонарь специальный, лазерный поток. Могу его продемонстрировать. Очень уникальный фонарик. Фонарь бьет на 10 километров. В принципе, этим фонариком можно подавать сигналы. Дистанционное и электрошоковое устройство парализатор. Он отстреливается на 2-3 метра для поражения электрошоком нарушителя. Это уже непосредственно в близком соприкосновении с противником. Пистолет бесствольный травматический БП-4СП ОСА. Тоже применяется и выдается начальником патруля. Начальником патруля. Это именно пистолет травматический. Он не убьет человека, но нанесет какую-то травму и обездвижит. Очень эффективный при задержании. Каждая последняя неделя является контрольной по боевой подготовке. И в один из предметов, как я уже говорил, входит физическая подготовка. То есть, и они сдают физическую подготовку на зачет. То есть, если у нас военнослужащий сдает на высший уровень, то есть, согласно нормативов по физической подготовке, он дополнительно получает, в зависимости от должности, от 12 до 16 тысяч дополнительно к зарплате. Вторник, пятница у нас после обеда занятия по физической подготовке. А где еще в рабочее время дадут время позаниматься физической подготовкой? А это их профессиональная обязанность поддерживать себя в физической форме. И к концу месяца они просто показывают результат. И когда даже бывает, что в силу каких-то задач у нас не получается провести в тот или иной момент физическую подготовку, люди наоборот расстраиваются. Мы должны знать историю, мы должны любить историю. Если не будем знать истории, то не будет будущего. На тренажах по информированию мы проводим занятия, именно приводим исторические факты, чтобы военнослужащие помнили, знали наших героев.
Мы никогда не должны забывать нашу историю. Какой ценой достался нам этот мир? Наша республика насыщена военной историей. Военной историей. Именно такими легендарными людьми, как Чапаев. Как исторические документы говорят, пришел сюда в Уфу Чапаев. Сейчас разбираемся, то, что в этом здании находился штаб именно Чапаева. Уже прошло 100 с лишним лет, прошло. И, в принципе, задачи как таковые были, в принципе, что тогда, что сейчас. То есть, как бы, это объявление комендантского часа, вот, это запрет выхода, то есть, после 11 часов вечера. Мне очень приятно то, что в этом здании творилась история, то, что задачи ставил Чапаев военному коменданту в каком-то поколении, то есть 10 комендантов назад, то есть именно непосредственно коменданту, такому же, как я, ставил задачи именно начальник гарнизона, это Чапаев Василий Иванович. Это просто очень исторический факт. И что касается военной линии, допустим, если взять Минигали Шаймуратова, такого великого генерала, я еще знал, будучи курсантом Казанского военного училища. И когда я именно приехал сюда, я еще более углубился, как он дошел до генерала, как он командовал. Он работал изначально у нас в Уфимском пароходстве. Когда сюда пришел Колчак и объявил полную мобилизацию, когда навигация встала на зиму, он не мог найти себе работу, и он вернулся к себе в деревню, и с приходом сюда Чапаева Василия Ивановича он вступил в ряды Красной Армии. После чего, то есть, он показал себя очень подготовленным военнослужащим. Он был назначен командиром полка по охране Кремля. Что это, как бы, на данный момент, это Преображенский полк. То есть, как бы, для меня это просто, меня разрывала гордость, то, что наш соотечественник отсюда из республики командовал Преображенским полком. С красным дипломом закончил Академию Фрунзе. Для меня вообще это великий человек. Это для меня Шаймуратов, это гордость. Это насколько легендарная личность. Его дивизия дала 78 героев Советского Союза, дала наша башкирская дивизия, потому что она была сформирована властями нашей республики, обеспечили народными средствами, и правительство республики попросило Москву, генеральный штаб Советского Союза на тот момент тогда, чтобы именно эту дивизию возглавил генерал Минигали Шаймуратов. Этот человек всего в своей жизни добился сам. И даже вот эта звезда героя, мы ценим то, что этот герой, я по-другому никак не могу, он даже и без звезды был героем для нас. Этот герой, его уже нету, а мы его ценим, и после своей смерти он получает звезды Героя Российской Федерации. Это я говорю, у меня мурашки. Несмотря на то, что человека уже нет, а ему посмертно присваивают звезду Героя. Товарищ глава Республики Башкортостан, указом президента Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову присвоено звание Героя Российской Федерации. Передаю вам медаль «Золотая звезда Героя Российской Федерации» для вечного хранения Республики Башкортостан. Указ президента России о присвоении нашему земляку посмертно звания Героя России стал для всех нас проявлением высочайшего уважения к личности знаменитого комдива и к его подвигу. Не забыли, не сложили руки. Вроде да, он для нас всегда герой. Это наш, я не знаю, по военной истории. Вот именно для меня, как для офицера, я изучал историю Шаймуратова, генерала Шаймуратова. Я был в восторге от его командных навыков. То есть я посмотрел, где он руководил, на каких фронтах он участвовал. Это вообще очень уникальный человек, это очень уникально. Я еще раз повторюсь, то, что наша дивизия дала 78 героев Советского Союза и 5 полных кавалеров славы.
Я скажу так, это спасибо нашему народу, это спасибо Ради Фаритовичу, это спасибо нашему верховному главнокомандующему, нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. То, что это не забыли, это продолжили, это добились. Ради Фаритович добился этого, наш народ добился этого, и у нас появился еще один герой Российской Федерации. Дважды Героя Советского Союза Муса Агариев. Да, тоже очень интересная история. Читал факты про него. Это гордость нашей республики. Он закончил Энгельскую авиашколу. Сразу после Энгельской авиашколы он попал на фронт. То есть это легендарный летчик. Первый бой он попал под Сталинградом. 23 февраля уже 1945 года за мужество и героизм Муса Агариеву присвоили звание Героя Советского Союза. Уничтожил очень большое количество военной техники, дотов. И буквально 19 апреля 1945 года, на тот момент у него было около 200 боевых вылетов, ему он был присвоен, вторично присвоен к званию Героя Советского Союза. Еще не отесанному, молодому, который человек не участвовал в боях, попасть в столь тяжелое сражение, за что он получил медаль за отвагу. А это, допустим, в наших кругах это очень серьезно. Это была, наверное, самая дорогая его медаль. Он очень много совершил налетов на мосты, железнодорожные вокзалы, нефтяные базы. Медаль за отвагу, она, я считаю, то, что о многом говорит. Но самое, что интересно, я в республике, я очень я удивлен, насколько у нас ребята, именно нашей республики, насколько они хотят все отслужить в армии. Чтобы вы понимали, у нас один из самых больших призывов по России. С первых дней службы, когда приходит мальчишка, он теряется, он не может принять решение, потому что на гражданке за него принимали решения родители, дедушки, бабушки. То есть он в любое время мог во сколько хочет проснуться, допустим, прогулять тот же институт, допустим, где в армии не прогуляешь. Там на первом же построении увидят то, что кого-то нету, то есть там не прогуляешь. Где там в любое время разогрел что-то покушать, позвонил бабушке, напеки мне пирожков, то есть и так далее. И он попадает в среду, где он один самостоятельно должен принимать решения. Это исключительно мужской коллектив, где он остается, грубо говоря, один на один со своим коллективом, новым коллективом. И я смотрел, я наблюдал за этим. Когда он начинает, он, как цыпленок вроде приходит, и он потихоньку начинает обрастать перьями. И он на глазах, через год, он из мальчика превращается в мужчину. Кто-то считает это романтикой, это бегаешь с автоматом. Нет, никакой романтики там нет. Необходимо выполнять задачи, нам ставят приказы. Чтобы можно было бы рассказать непосредственно, допустим, по обеспечению безопасности гуманитарных акций. Да, действительно, мы помогали войскам Сирийской Арабской Республики. И когда, допустим, заходишь в какой-то населенный пункт, это, допустим, один из населенных пунктов, это один из районов Дамаска, район Ярмук, который тоже поделен на микрорайоны, это Ялда, Бабила, Байцахам. И после освобождения, когда мы завозили туда гуманитарную акцию, сопровождали, потому что это практически было на линии прямого соприкосновения с противником. И мы видели этих детей, мы видели этих женщин. Естественно, мужья защищали свои дома и так далее. Мы видели результат своей работы, освобожденных этих детей, где завозили эту гуманитарную акцию, где дети бросались попить воды. То есть они считали нас, именно российских военнослужащих, освободителями. И это действительно когда они бежали и кричали «Раша, Раша, Раша», они видели наши российские шевроны, они действительно нас считали освободителями. И поэтому, наверное, кажется, есть ради чего служить, выполнять задачи. Мы всегда вспоминаем и учимся на поступках наших героев Великой Отечественной войны.
Появились герои у нас. Это ребята, которые воевали в Афганистане. Это ребята, которые в первой чеченской кампании, во второй чеченской кампании не обошла стороной война в Сирии. У меня был друг, у меня есть друг, то есть как бы он не был, у меня есть друг. Это очень близкий друг. Мы дружили еще будучи абитуриентами, когда попали при поступлении в военное училище. Это прям близкий друг Марат Ахмедшин, потомственный офицер. Отец его был летчиком, и мы всегда обсуждали то, что мы будем военными. Погиб в Сирийской Арабской Республике, в Пальмире. Было присвоено звание Героя Российской Федерации. И вот это мужество, то есть его, как бы, это я всегда рассказываю. Это даже не то, что на исторических фактах, это я рассказываю на построениях. Когда попал в окружение, вызвал огонь на себя. Когда уже освободили, когда поднялись на гору, где он находился, он еще был живой. Он сжег все свои документы, и в руке у него была зажата граната с выдернутой чекой. Если подойдут боевики, то есть что готов был подорвать себя. Его успели доставить в госпиталь живым, но он получил 3 ранения, которые были несовместимы с жизнью. После смерти Марату было присвоено звание Героя Российской Федерации, и в Казани в честь него назвали школу. У нас в России есть кем гордиться, у нас есть на кого равняться, Я хотел бы, чтобы мои дети, чтобы дети, вообще наши дети, равнялись на таких героев, вот как Марат, как Роман, таких героев, как Муса Гариев, таких героев, как Минигали Шамуратов. В наше время есть офицеры, есть солдаты, которые могут за родину отдать свою жизнь. Когда сбили Романа Филиппова, он был атакован, он катапультировался. Ведомый пытался его прикрывать до последнего, но что даже при этом Роман Филиппов говорил: все, уходи на базу. Когда он приземлился и попал в окружение до последнего патрона, он пытался отстреливаться, после чего он достал гранату и, подождав, когда к нему подойдут боевики, наверное, все-таки они хотели бы его взять живым. Они хотели, потому что это наш русский пилот, это наш великий летчик. То он выдернул кольцо и подорвал себя, и подорвал боевиков со словами: «Это вам за пацанов». Я говорю, у меня мурашки по телу. Это сильные слова. За всех наших героев, наверное, за всех, кто погиб в этой войне, в других войнах. Это вам за пацанов. Никогда не жалел, то, что я стал военнослужащим. Не знаю почему, наверное, у меня действительно настоящая офицерская жена, которая в мое отсутствие, наверное, как говорится, выполняла задачи за двоих. Мы стоим на страже Родины, мы защищаем Родину, мы защищаем нашу землю, мы защищаем нашу Россию, мы защищаем свой отчий дом. В конце месяца у нас контрольные занятия по всем предметам. Все делается на время. Это заряжание магазина, разборка, сборка автомата и учебные стрельбы. Сегодня военнослужащие справились, можно сказать, на оценку хорошо. У каждого военнослужащего было как минимум 2 попадания.
Изначально почему-то я, наверное, уже с садика я знал то, что я буду военным. Потому что мне это нравилось. Наверное, это призвание, я считаю.